Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения, в студии Улугбек Салимбекзаде. И к основным новостям к этому часу. Указ президента Республики Таджикистан о присвоении полковнику Рауфзода специального очередного звания генерал-майор. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю присвоить полковнику Рауфзода Сугробу Орзу, командующему внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Таджикистан, специальное очередное звание генерал-майор. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 10 сентября 2020 года. Постановление правительства Республики Таджикистан от 10 сентября 2020 года за номером 489 об освобождении Саидзода от должности заместителя министра внутренних дел Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет освободить Саидзода Мамадзаида Борона от должности заместителя министра внутренних дел Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан от 10 сентября 2020 года за номером 490 о назначении Хамидзода заместителем министра внутренних дел Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет назначить Хамидзода Баротали Партов заместителем министра внутренних дел Республики Таджикистан. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. 10 сентября 2020 года под руководством председателя Центральной комиссии избирательной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан Худойрзода Бахтера Тавара состоялось очередное заседание комиссии, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой и проведением выборов президента Республики Таджикистан, которые назначены на 11 октября 2020 года. На заседании Центральной избирательной комиссии были рассмотрены вопросы утверждения единой формы и объема информационного плаката кандидатов на должность президента Республики Таджикистан, их равного обеспечения в избирательном процессе предвыборной агитации. Также рассматривались вопросы уточнения состава окружных избирательных комиссий по выборам президента Республики Таджикистан и привлечения экспертов избирательной сферы в период подготовки и проведения выборов президента Республики Таджикистан. Решением Центральной комиссии была утверждена единая форма и объем информационного плаката кандидатов на должность президента Республики Таджикистан. Данные плакаты издаются Центральной избирательной комиссией и используются для информированности избирателей о кандидатах на должность президента Республики Таджикистан и будут доставлены в каждый избирательный округ и участок. Также для обеспечения равных благоприятных условий кандидатов в избирательном процессе были приняты соответствующие решения. Для обеспечения эффективной деятельности окружных избирательных комиссий по выборам президента Республики Таджикистан по представлению председателей некоторых районов были внесены изменения в составы окружных комиссий. По последнему вопросу Центральной избирательной комиссии было принято соответствующее постановление. Продолжается организационная работа по проведению выборов президента Республики Таджикистан, которые назначены на 11 октября 2020 года. В районе Сангвор накануне 29-летия государственной независимости Республики Таджикистан был сдан в эксплуатацию ряд социально важных объектов, в результате чего несколько местных жителей получили рабочие места, а также данные объекты способствовали повышению качества жизни населения. К празднованию 29-летия государственной независимости Республики Таджикистан в селении Йозганди района Сангвор построена и сдана в эксплуатацию новая современная спортивная площадка. Во время церемонии открытия нового объекта представители исполнительного органа государственной власти района Сангвор отметили, что новая спортивная площадка, отвечающая современным требованиям, построена при участии патриотичного предпринимателя Махмад-Солеха Гафурова, и теперь она будет радовать местных жителей. Спортплощадка предназначена для проведения различных спортивных соревнований, таких как мини-футбол и баскетбол. И здесь созданы благоприятные условия для занятий другими видами спорта и проведения досуга. Жители говорят, что на сегодняшний день в округе нет подобной спортивной площадки. После ввода в эксплуатацию новой спортивной площадки у молодых людей есть широкие возможности заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Также в селении Йозганд сдан в эксплуатацию продуктовый магазин. Объект построен при участии местных предпринимателей. Он состоит из 2 этажей и обеспечивает жителей предметами домашнего обихода и продуктами питания. Раньше жители ездили в районные центры за необходимыми хозтоварами, а теперь они могут приобрести бытовые изделия рядом с домом. За годы независимости центр района Сангвор стал процветающим и красивым. Со строительством различных объектов повысился уровень и качество жизни населения. Накануне 29-летия государственной независимости Республики Таджикистан в центре района Сангвор сданы в эксплуатацию 2 центра услуг, построенных на средства местных предпринимателей. Это позволит жителям района бесплатно приобретать товары, строительные материалы и другие предметы первой необходимости в районном центре. Зумрат Файзиева, Баходур Хасанзода. Новости.
Во второй половине сентября текущего года начнется распределение книги «Таджики» академика Бабуджона Гафурова по городам и районам в соответствии с поручением лидера наций, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в его послании Маджлисе Ули Республики Таджикистан от 26 декабря 2019 года в типографии Нашрут Муосир начался выпуск тиража. Выпуск книги «Таджики» и раздача ее каждой семье в стране является еще одним патриотическим шагом уважаемого лидера нации Эмомали Рахмона, что сыграет достойную роль в деле укрепления чувства самосознания и самопознания у подростков и молодежи. Важную роль в развитии человечества. Испокон веков люди селились вблизи воды, которая всегда оставалась источником жизни и благополучия. Человечество восславляло и воспевало воду в качестве священного ресурса в течение тысячи лет. В настоящее время вследствие стремительного роста населения, экономического развития и других проблем, затрагивающих природные ресурсы, ценность воды многократно возрастает. В честь национального праздника Дня независимости Таджикистана был сдан в эксплуатацию еще один объект по водоснабжению. Объект по проекту водоснабжения кишлака Гофилобод Джамуата имени Назарова Муминабадского района был сдан в эксплуатацию на хорошем уровне исполнения и в соответствии с нормами. В реализации данного проекта приняли участие общество с ограниченной ответственностью Хунарманд, жители кишлака при финансовой поддержке филиала Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала в Республике Таджикистан. Была проведена водопроводная линия на расстоянии 3000 метров полиэтиленовыми трубами диаметром 76 мм. Установлен резервуар для накопления воды и металлическая емкость объемом 25 тонн для распределения воды по улицам. Надо отметить, что для лучшего качества воды на емкости был установлен резервуар с хлором для обеззараживания воды. Установлены также водопроводные краны. Источником водоснабжения послужил родник. В кишлаке Гофилобод теперь обеспечены чистой питьевой водой более 80 домохозяйств, средняя общеобразовательная школа и медицинский пункт. Многие объекты водоснабжения находятся в труднодоступных местах, и чтобы добраться до них, специалистам приходится подниматься на высоту до 3600 метров. В Исполнительном комитете стран независимых государств в Минске развернута выставка, посвященная Дню независимости Республики Таджикистан. В экспозиции представлены книги, альбомы, фотографии, повествующие о богатой истории и живописной природе страны, самобытной культуре таджикского народа, традиционных ремеслах и фольклоре. Замечательная часть издания посвящена экономике Таджикистана и его внешней политике, деятельности в рамках Содружества независимых государств. Экспозиция сопровождается демонстрацией слайдов о современной жизни страны, достижениях таджикского народа за период независимости и достопримечательностях Таджикистана. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь с нами на нашем канале. Приятных вам новостей и до встречи.